Моя семья, я так люблю, если честно говоря. У меня папа, мама и братишка. Это родители мои расписываются, роспись. Ну, здесь уже братишка мой, я маленькая. А это Это ваши мой сестры. папа. Вот эти Это ваши мои сестры. сестры двоюродные Света и Лена. Это вот моя мама, папа. Да, я, братишка. Самый замечательный для меня мой папа. Он уже пожилой, но он любит работать. Он любит самозависеть, работать. Мама моя добрая, любит готовить. У меня папа мусульманин, мама христианка. Они уважают. У нас нет разделения. Ты христианин, мусульманин, мы всегда все вместе. И для меня это, наверное, самое главное в моей семье, что не разделяется. Рассматривая вопрос межрелигиозных браков, церковь тоже имеет на этот счет свою позицию. И апостол Павел говорит, что светится муж неверен, а жене верной, и светится жена неверная, а муже верном. То есть межконфессиональные браки у нас дозволяются. Единственное условие, чтобы супруг или супруга не принуждала христианина супруга переходить в свою веру, чтобы давала ему возможность исповедовать свободно христианство. ما اگر رو به قرآن بیاریم اگر میبینیم که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده طبق این موضوع بررسی کرده است که خصوصا با اهل کتاب حتی طعام اهل کتاب را خوردنش را برای مسلمانان اجازه داده است و این چنین نکاح کردن با زن اهل کتاب را هم برای فرد مسلمان اجازه داده است که میتواند که با فردی که با دیگر کتاب‌های دینی آسمانی باور دارد و اعتقاد دارد ازدواج برقرار کند و خود ازدواج این پایندگی و بقای نسل بشریت است. از زمان آدم علیه السلام تا به زمان خاتم پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشهور است، معروف است و این سنتی پیغمبران است. چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون می‌فرمایند که کسی که از این سنتی من رو می‌گرداند از جمله امتی من نیست. Меня воспитывала бабушка. Вот. Она очень была верующая. И она подошла к моему отцу и спросила, говорит, можно она будет христианкой? Мой отец, он не отказал, потому что он уважал очень мою бабушку. Он сказал, говорит, я сюда выпускаю, она пойдет, будет христианкой. По взаимному соглашению супругов принимается это решение, церковь в этот вопрос не вмешивается. البته از نگاه فقهی وقتی ما نظر اندازیم و خصوصا مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که دو نفر همچنان که شما گفتید یک نفری از یک دین و دیگری از یک دین دیگر است و فرزندان را حکمشون را به بهترین آنها حکم کرده می شود که پیروی کدام دین هستند. اما وقتی که انسان خود به بلاغت می رسد به سن کمال می رسد برای اختیار کردن اعتقاد خودش مجبوری نیست. У меня братишка мусульманин, я христианка. Ни разу за свою жизнь я не слышала что-то плохого. Никогда. Он уважает мои традиции, я уважаю его. И у нас, понимаете, у нас в семье все это общее. У нас нет такого, чтобы праздник так, даже я, будучи христианкой, если даже праздник, где Рамазан, я всегда детям раздаю конфеты. Он также любит, когда вот Пасха, яйца мы красим, куличи, он с удовольствием ест и куличи, и яйца, и ходит даже на кладбище к нашей бабушке, христианке. Я не вижу в этом различия. Есть, конечно, но для меня внутри-то верить. Главное верить в Бога. Наша же религия, православие и вообще в общем христианство основано на заповедях любви. Господь нас призывает возлюбить ближнего, как самого себя, а в первую очередь возлюбить Бога всем умом, всем сердцем, всем помышлением, всей душой. خصوصا مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که مذهب تحمل پذیر است و پیروان خودش را همه وقت به تحمل پذیری دعوت میکنند. یعنی ما ببینیم اگر نگاه تحمل پذیر از نگاه مذهب ابو حنیفه، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برای هر یک کار عادی، برای هر یک کار ساده یک افراد مسلمان را به بیدینی یا از دین بیرون حکم نمیکند. این خود نشانه تحمل پذیری دین مبین اسلام و به خصوص مذهب имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх. Вообще религия – это уважение друг к другу, это уважать каждый свой путь, а Бог – это уже есть любовь.
Поэтому, если ты веришь в Бога, какой бы ты религии, я думаю, не был, у тебя в душе любовь, у тебя уважение в душе к человеку, у тебя понимание, у тебя сострадание, у тебя есть сочувствие.